Здравствуйте всем! Сегодня тема урока «Эпос Манас. Неиссякаемый источник истории Кыргызстана». Эпос Манас– это уникальная сокровищница древней истории кыргызского народа. Это произведение, имевшее бесценное духовное богатство, яркие страницы пройденного исторического пути, является национальной гордостью кыргызов, не только кыргызов, но и тюркоязычных народов, величайшим наследием предков, которые переходят от поколения к поколению. Его создание стало огромным вкладом кыргызского народа в мировую культуру прошлого тысячелетия. Справка. Манас. Кыргызский народный эпос, названный по имени главного героя. Время создания точно не установлено. Согласно гипотезе Ауэзова, эпос был создан не ранее 840 года нашей эры. Эта дата вытекает из центрального эпизода, посвященного походу против уйгурского царства. В нем отразились события 9 и 10 веков, то есть периода кыргызского великодержавия, когда кыргызы были многочисленным и могущественным народом. Исходя из того, что в 840 году кыргызы покорили уйгурское царство и взяли его центральный город Пейтин, Ауэзов высказал предположение, что умерший в 847 году покоритель этого города и есть Манас. Первые песни-поэмы о Манасе созданы в год смерти этого исторического героя, как того требовал обычай. Увы, но история не сохранила имен полководцев или, как тогда называли кыргызских ханов, Ажо, поэтому, возможно, имя реального героя было иным. В заключение отметим, что для кыргызского народа эпос Манас является не только историко-поэтическим, но и поистине культовым произведением. Из века в век кыргызы черпали из него, как из глубокого благодатного источника, великие стимулы государственности, идеи национального единства, преданности и верности своему народу, человеческого благородства. Это во многом помогло нашему народу выжить в веках, выстоять в самые сложные времена. Дальнейшем изучение и исследование эпоса Манас выявит новые яркие грани эпической поэмы, оказанное эпосом огромное влияние на историческую судьбу нашего народа. Мы уверены, что Манас засверкает с годами еще ярче, освещая путь нашим потомкам в будущее.